В Восточном Туркестане уйгурской женщине передали тело ее несправедливо заключенного в тюрьму мужа. После того, как она со слезами на глазах обвинила китайских полицейских, ее допросили, и она умерла в результате насилия. По данным Уйгур Ньюса, 27 апреля 32-летний Меметурсун Эмин из деревни Ханарик в Кашгарском районе Нишихир был заключен в тюрьму, как и миллионы других жертв, под предлогом того, что он обходил интернет-цензуру, посещая иностранные сайты. Недавно тело Меметурсуна было передано его жене Нурмангуль 4 китайскими чиновниками. Когда Нурмангуль разрыдалась и обвинила чиновников в том, что они убийцы, ее также отвели на допрос. Во время допроса 29-летняя женщина умерла от якобы сердечного приступа. Уйгурские активисты призвали к срочным глобальным действиям по борьбе с продолжающимся геноцидом и преступлениями Китая против уйгуров, казахов, кыргызов и других тюркских этнических групп в Восточном Туркестане. Призыв прозвучал после того, как в докладе Госдепартамента США о правах человека за 2023 год были описаны продолжающиеся нарушения прав в оккупированном Китаем Восточном Туркестане. Правительство Восточного Туркестана в изгнании призывает к срочным и значительным глобальным действиям по борьбе с геноцидом и преступлениями против человечности, совершаемыми Китаем против уйгуров, казахов, кыргызов и других тюркских этнических групп в Восточном Туркестане. Пресс-секретарь хорошей партии Кюршат Зорлу почтил память Османа Батура, боровшегося за независимость Восточного Туркестана. В своем послании Кюршат Зорлу сказал: «Осман Батур был одним из символов великого турецкого мира от Алтая до Средиземноморья. Он был героем, принявшим мученическую смерть в борьбе за свободу Восточного Туркестана. Я с милосердием и благодарностью поминаю Османа Батура в годовщину его мученической смерти. Пусть его душа покоится в мире». Хидаят Огужан, президент Международного союза организаций Восточного Туркестана, базирующегося в Стамбуле, в своем послании, опубликованном на его странице в социальных сетях, сказал: «Мы с милосердием и благодарностью поминаем Османа Батура, символ духа борьбы Восточного Туркестана и легендарного героя в 73-ю годовщину его мученической смерти». Генеральный директор Тесла Илон Маск, встретившийся с премьер-министром Китая, получил от властей разрешение на внедрение полностью автономного вождения в стране. Пекин дал временное разрешение на технологию автопроизводителя. Власти Китая сообщили Тесла, что компания предварительно одобрила план по запуску в стране своей программной функции полного автономного вождения. Американский производитель электромобилей будет использовать сервисы автономного вождения, основанные на картографии и навигации, предоставляемых китайским технологическим гигантом Байду, сообщили источники. В интервью, опубликованном в выходные, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов открыть дебаты о роли ядерного оружия в общеевропейской обороне. Это последняя серия недавних выступлений, в которых Макрон подчеркнул необходимость европейской оборонной стратегии. Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением по поводу подписания президентом США Джо Байденом законопроекта о военной помощи Тайваню. Министерство заявило, что решительно отвергает пакет военной помощи и предупредило, что Китай будет вынужден принять меры для защиты своего национального суверенитета.